Вы смотрите актуальное интервью в студии Валерия Наумова. Здравствуйте. Сегодня праздник, День защитника Отечества. Служба в армии для молодого человека является хорошим стартом в жизни. Развивает физически, закаляет морально и многим помогает определиться с выбором профессии. Наш гость в студии Николай Самсонов, старший следователь Следственного отдела по городу Якутску СУСК России по Республике Саха-Якутия, капитан юстиции. Николай Михайлович, здравствуйте. Здравствуйте. Поздравляем вас от всей нашей редакции с праздником, с вашим профессиональным. Желаем вам всего самого наилучшего. Спасибо. Ну и, конечно же, хотелось бы у вас спросить, и хотелось бы, чтобы вы рассказали нам о своей службе в армии. Где вы служили и когда? Службу я проходил военную в городе Уссурийске, 83-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригаде в должностях гранатометчика, ручных противотанковых гранатометов и в должности старшины роты. Гвардии сержант по военное звание. А как давно? Службу проходил в 13-14 годах. Ну, у вас такая часть и звание, подразделение очень даже такое мощное. Насколько приобретенные навыки помогли вам в службе в Следственном комитете? Ну, прежде всего, служба военная была связана с преодолением стрессовых ситуаций. Это связано с прыжками с парашютом, то есть отделением с летательных аппаратов, мы так называли. И были длительные командировки в лесном массиве, так сказать. И это все равно закаляет человека, то есть морально. То есть в работе именно помогло это умение думать о стрессовых ситуациях и принимать правильные решения. Вы упомянули, что прыжки с парашютом было. Сколько раз вы прыгнули? Как вам в целом дался первый прыжок? Всего я совершил 10 прыжков, отделений из летательных аппаратов различного вида. Вертолеты, самолеты. Всего 10 прыжков, и было присвоена как медаль отличника-парашютиста. То есть первый прыжок, он для каждого запоминается на всю жизнь. Это, ну как сказать, словами очень трудно передать. То есть человек действительно должен преодолеть себя, свой страх, и не показать это другим. То есть смелость — это когда ты знаешь, что страшно только тебе самому, и не показать это другим. Пригодился ли вам такой навык потом в профессиональной жизни? Конечно. Постоянно, каждый день помогает. А с чем, кстати, связан выбор вашей профессии? Выбор профессии связан с одним человеком, моим преподавателем. Я закончил Северо-Восточный федеральный университет имени Максима Кировича Амосова. Преподавателем уголовного процесса у нас был Федоров Гаврил Семенович. Вот именно он мне посоветовал выбрать профессию следователя. То есть было это связано с тем, что аналитический склад ума все равно требуется для следователя. Ряд наших однокурсников моих проявляли такие способности, поэтому он посоветовал выбрать именно эту профессию. А сами вы с детства предполагали, что будете в этой отрасли трудиться? Постоянно, как я рос в 90-х, и там постоянно показывали передачи «Криминальная Россия». Это все, наверное, видели эту передачу. И особый интерес проявлялся все равно. Как вот расследуются уголовные дела. Тоже художественные фильмы повлияли на выбор этой профессии. А что считаете наиболее сложным в вашей профессии? Конечно же, это ряд сложностей есть, конечно, но можно выделить самое. Это когда видишь горе людей, плач матерей, отцов, жен, детей. Это вот я выделю как самое сложное, то есть вот это надо преодолеть. А как вы с этим справляетесь? Меня в этом поддерживают члены моей семьи.
моя супруга, мои дети, вот, они не дают, когда я прихожу домой, не дают вспоминать о работе, отвлекают меня, ну, различные темы находим, то есть отвлечься. Ну а помимо горя родственников, потерпевших что-то, может быть, еще есть какие-то трудности? Работа связана с постоянным анализом поступающей информации, то есть необходимо постоянно анализировать и принимать решения. Порой иногда ты не знаешь, чем обернется твое решение, то есть постоянно принимать решения, которые имеют долгую перспективу. так То есть сказать. это как в шахматах, нужно думать на один шаг Да, вперед. да, на несколько шагов вперед надо думать. Но это все-таки такие немного омрачающие моменты. А что из такого положительные, что можете отметить в своей работе? Положительно это, ну, меня всегда по жизни окружали хорошие люди. То есть это вот сейчас, на данный момент, это помимо моей семьи, это мои коллеги. То есть мои коллеги, которые постоянно мне помогают, мое руководство. То есть сейчас я работаю под руководством Литвинова Владимира Владимировича, руководителя следственного отдела, то есть и заместители наши. То есть настоящие профессионалы своего дела. И в следственном управлении каждое вот расследуемое уголовное дело, оно проходит через сито специалистов, отдел криминалистики, контрольно-следственный отдел. То есть люди очень грамотные и постоянно помогут советам. Николай Михайлович, у вас достаточно большой опыт работы. И можете ли вы рассказать что-то вот самое интересное или запоминающееся для вас, что отложилось в вашей памяти при расследовании какого-нибудь дела? Ну, можно отметить один наиболее интересный момент. В начале моей карьеры расследовалось убийство долгий период. Прошло через руки нескольких следователей. Преступление оставалось нераскрытым. Это человека убили из ружья. И вот мы провели ряд следственных экспериментов, при помощи которых установили расстояние, с которого был сделан выстрел, место и направление оружия, то есть направление выстрела. И расследование еще осложнялось тем, что обвиняемый выдвигал версии и алиби. Этими же следственными экспериментами эти все его версии были отбиты, и была установлена истина. Вот один из наиболее запоминающихся моментов в моей практике, вот когда не в университете ты слушаешь лекции, а в реальной жизни применяешь эти свои знания и получаешь результат уже наглядный. Вот это запомнилось. Вы уже упомянули о вашей семье, что это некая отдушина, когда вы приходите домой, что супруга вам помогает, дети помогают тоже избавиться от каких-то негативных переживаний. Как в целом они относятся к вашей работе? Ну, для членов семьи все равно сложности есть, если один член семьи выбрал такую профессию, но всегда с пониманием, всегда поддерживают словами, одобрением. Вот. Только если у человека есть хороший тыл, семья, он может успешно проявлять себя в этой профессии следователя. Сложно с вами не согласиться. Вы уже упомянули своего преподавателя из университета. Но есть ли еще какие-то наставники в начале вашего пути, которые у вас появились, которые на вас внесли большой вклад? Да, конечно. Сразу укажу, что моим первым руководителем был Тихонов Юрий Александрович, руководителем Нюрбинского межрайонного следственного отдела он был. Полковник, человек известный, заслуженный. И вот именно он помог ну не а в моем становлении как следователя. То есть именно он рассказал про тактику проведения следственных действий и наглядно показал, как вот именно работать.
Сейчас он работает, он заместитель руководителя отдела криминалистики в Следственном управлении. Вот. А есть ли какие-то изменения в вашей отрасли, которые, например, кардинально поменялись с того момента, как вы вступили в вашу должность и вот сейчас на сегодняшний день? Возможно, это какие-то новые технологии, которые вам помогают в работе? Но постоянно, конечно, идут изменения, меняется время, меняются люди, а вместе с ним и задачи, стоящие перед Следственным комитетом. Появляются новые техники, методики расследования. То есть постоянно с научного центра нашего приходят методические рекомендации при расследовании тех или иных дел. И, допустим, из нового можно отметить, допустим, имеются устройства, которые могут восстанавливать удаленные с телефона информацию, допустим, либо источники освещения, которые показывают следы биологического происхождения, которые на глаз не видны путем излучения ультрафиолетом. Ряд подобных, множество есть, конечно, техник, которые вот лучше сейчас в эфире не упоминать, потому что это лишняя, так сказать, подсказка преступникам. Сейчас идут расследования многих уголовных дел, и мне бы не хотелось все карты раскрывать. Понимаем, но новые технологии на вашей стороне Да, помогают. конечно. А кто из молодых людей, например, кто-то вот сейчас из телезрителей нас смотрит и заинтересовались работой в Следственном комитете, кому бы вы посоветовали пойти учиться и пойти работать? Какими качествами должен обладать? На службу в Следственный комитет принимаются люди с высшим юридическим образованием, желательно с сознанием якутского языка местного нашего, ну, если это применительно к нашей республике, да, то есть человек должен быть обязательно стрессоустойчивым, физически здоровым, грамотным и легко усваивать новую информацию. То есть расследование уголовного дела любого — это каждый раз усвоение новых знаний. Допустим, преступления совершаются не только вот убийства, бывают коррупционные, должностные преступления, в промышленности бывают преступления, и каждый раз приходится изучать новые знания, осваивать их и уже на равных разговаривать с людьми на эту тему, чтобы установить истину. Николай Михайлович, в завершении, конечно, мы еще раз поздравляем вас с Днем Защитника Отечества и также, что бы вы хотели пожелать своим коллегам? Своим коллегам я хотел бы пожелать здоровья, терпения в нашей нелегкой службе, успехов в личной жизни, в профессиональном плане. Особо хотел бы отметить и сейчас ребят, которые находятся в зоне проведения специальной военной операции. Там находятся мои родственники, друзья. Мой брат младший представлен к званию, к ордену мужества. Завтра будет награждение его. Вот теплые пожелания хотел бы прежде всего отметить им. Вот ребята, которые сейчас выполняют долг там, не только мужчины, но и женщины сейчас там находятся. Поэтому вот именно мои особые поздравления направлены в их адрес. Конечно, мы также присоединяемся к вашим словам. Спасибо вам большое, что вы пришли и ответили на все наши вопросы. Спасибо вам. Ну а я напомню, что вы смотрели актуальное интервью. Всего доброго.